Друзья, всем привет! 3 июля. И сегодня мы будем коптить рыбу. Рыбка у нас уже подвялилась на этот раз очень и очень хорошо. Висит уже, наверное, где-то около недели. Можно сказать, даже немножко перебор. Почему она долго висит? Потому что на улице холодно, как мы видим даже. Но пару дней было тепло, вот она подвялилась. А почему не коптим? Потому что в холодную температуру лучше не начинать копчение, тем более холодное копчение, потому что когда температура ниже комнатной, это где-то 6-10 градусов, как у нас было, то на рыбу будет, в бочке будет оседать конденсат, дымный конденсат, что нежелательно. Лучше коптить в теплую погоду, то есть 15, 20, 30 градусов. Ну, не в жару тоже, потому что бочка нагревается. Вот, сегодня у нас такая прохладная погода, где-то градусов, наверное, 12, но ждать не будем. Вот, обратите внимание, лайфхак от Сани Мезенцева. Друган мне подсказал, раньше мы распорки ставили. Вот, сосновые шишки. Закинул внутрь сосновые шишки, чтобы лучше просыхало. Шишки по мере высыхания раздулись, и вон, теперь они раздутые. И получается, вся рыба хорошо просохла, все вентилировалось хорошо. В каждой рыбе у нас по одной-две шишки. И шишки по мере высыхания расширяются, сосновые шишки. Когда я их сюда ложил, они были такие компактные, такие, ну, маленькие шишечки. А теперь вон они все раздулись. Это мне подсказал мой друган Саня Минцев. Саня, привет! Огромное тебе спасибо за подсказку. Я и дальше буду пользоваться. Я так думаю, кто-то возьмет это на заметку тоже. Так, ну, самое интересное, начал подготавливать коптильню. Пойдем посмотрим. Коптильня у нас в этом году, как мы видим, красивенькая. Я ее покрасил. Она была накрыта шифером, чтобы влага лишняя не попадала. Так вот, начал я прикидывать проволочки, что куда хватает, не хватает для копчения. И обнаружил вот осиное гнездо. Я сначала думал, заброшка, наверное. Старое осиное гнездо. Тем более весной уже замечал его, когда убирал. Начал примерять, и оттуда поперли осы. 3 осы вылетело, начали кружить. В общем, этих захватчики нам не нужны. И сейчас мы попробуем с минимальными потерями их ликвидировать. Но так как это мероприятие довольно-таки опасное. О, летает. Летает. Ну-ка, вон, видишь? Сейчас зайдет туда внутрь. Сейчас покажу. О, засуетились. Вылетела. Вылетела она, снимай. С осами лучше не шутить. Я их сюда не приглашал. И сейчас мы будем их отсюда. Блин, они еще так неудобно расположились. Вот так вот. Было осиное гнездо, и его не стало. Сейчас, конечно, те осы, которые улетели, будут возвращаться, искать это гнездо. Но его уже нету, мы его уже удачно ликвидировали. Так, я надеюсь, там больше ничего нет. Ну, жалко, конечно, что она успела вылететь отсюда. Но сейчас оно пустое, видать, только-только начиналось. 3 осы, что вылетело, вот сейчас 4-я. Вот они только-только начинали делать осиное гнездо. Ладно, сюда потом уберем. Потому что с ними у нас копчение бы не получилось. Я не хочу, чтобы меня, допустим, ужалили они. Сейчас полетят, блин. Вот. Такая вот подложка здесь у нас на 3-м уровне. В принципе, можно сюда тоже рыбу ложить, но это на всякий случай, если рыба сорвется и упадет.
Коптильня у нас каждый год становится красивее и красивее. Если кто помнит, 2 года назад она была просто ржавая бочка. Прошлый год она приобрела вот такой голубой цвет. Но в этом году вот она как новенькая, вновь покрашенная. Покрасил грунтовочкой, потом вот такой серой краской. И теперь она все красота. Кто не видел еще, давайте посмотрим, что у нас внутри коптильни. Это вот обыкновенная бочка. Снизу вот такая вот решетка. Здесь будет ряд рыбы на прутиках, на крючках. И здесь второй. Здесь мы это все закрываем дело. Снизу отверстие. Вот такой вот. Это было для патрона. Раньше мы коптили с помощью паяльной лампы. Сыпали туда опилки. Нагревали патрон. Теперь у нас есть дымогенератор. Это для слива конденсата отверстие. А это отверстие, в принципе, для дымогенератора. Коптильня с каждым годом все усовершенствуется. Ну, в принципе, дальше уже некуда. Единственное, что когда-нибудь в планах у меня вместо дымогенератора сделать печь, дымоход и как-то подсоединить сюда, чтобы без дымогенератора, а просто с помощью печи, ну, по старинке, в общем, скажем так. Но сегодня будем коптить так, как коптили в прошлый год, с помощью дымогенератора. Вкус, качество мне дымарь понравился. Ну, в принципе, что, развешиваем рыбу и смотрим. Ну вот, в принципе, и все готово. Вот наши шишечки, которые служили вместо распорок. Вот. Самое сложное было это подобрать высоту, чтобы вот это дымарь находился на уровне вот этого отверстия, куда будет выходить дым. Это у нас первый этаж. Потом я добавлю второй этаж. Все это забьется опилками. Здесь будет нагнетатель с пауэрбанком. Сейчас я это все вам покажу. А так вот мы повесили рыбу. В этот раз почему-то получилось немножко нерационально. Можно было бы еще сюда ряд, туда рыб. Ну, в общем, где-то рыб 20 можно было бы еще спокойно поместить сюда. Ну, ничего. Как получилось, так получилось. Вот так они висят. Все просохшие, провяленные. Сейчас начнется процесс копчения. На будущее тут, в принципе, было примерно 20-литровое ведро рыбы. Значит, надо чуть больше. Ну, в зависимости от размера. Если рыба мельче, то, пожалуй, хватит. А если рыба покрупнее, то можно чуть больше. Где-то ведра 1,5, допустим. Вот. Ну что, приступаем. Сейчас заполняем все опилками. И заводим генератор. Скоро будет вкусняшка. Все. И теперь заполняем опилками, чтобы процесс копчения не прерывался. Дополнительная колба. Одну колбу заполнили. Оп. И емкость колбы у нас уже в 2 раза больше. Вон второй пакет влетел. Ольха у нас тоже растет. В принципе, можно делать опилки и самому, но для этого нужно бензопилу советского производства, то бишь Урал, а еще лучше Дружбу, чтобы опилки были крупные и без масла. Штиль не пойдет, там масло, будет запахом масла. Так что пока пользуемся покупными опилками. Ну ничего. Все. Вот, в принципе, и все.
Закрываем крышечкой. Так, ну вот в принципе и все готово. Кто еще не знает, сам нагнетатель вот Демар у нас автономный. Он работает как повербанк. Вон тут зарядка, как обыкновенный телефон, смартфон заряжаешь, также сюда включаешь шнур, он заряжается. Вот здесь вот показывает уровень заряда и работает. Тогда он сколько? Часов 10, наверное, отработал у меня. Потом, после того, как он сядет, можно также или шнур, а если, допустим, в полевых условиях, там возле избы или еще где-нибудь, то просто с повербанка там подсоединил шнур от повербанка и все, он Демар нагнетает. В этом плюс этого дымогенератора, вкус качества, то что он автономный, не зависит от электричества. Все, включаем, нажал, подержал. Сейчас под солнцем, конечно, плохо видно. Вон. Все. Так. Вон. Не знаю, видно, не видно, но вот 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сначала на десятку поставим, чтобы раздуть опилки. Вот так вот. Все. А потом, когда опилки разгорятся, мы просто убавим до 8. Ну, будем смотреть, как будет дым. У них даже, смотрите, зажигалка есть, вкус качества. Так. Ну, запускаем. Ну вот и все, в принципе. Аж загудело, как в печке. Вон процесс пошел. Сюда подойди. Вон. Сначала дым пошел от банку. Дымоотделитель. Так, у нас он... Мы одну дырочку не закрыли. Не закрыли. Дым у нас повалил из днища бочки. Вон сверху, покажи, тоже дым пошел. Вот здесь мы это отверстие не заткнули. Все. Все. Процесс пошел. Как мы видим, емкость бочки сразу наполнилась дымом. И мы тут же убавляем сначала 9, 8, 7 до 6 примерно. Я так думаю, этого будет вполне достаточно. Потому что процесс копчения он долгий. Надо коптить, в принципе, не меньше суток. А так он у нас быстро все прогорят опилки. А мы даже до 5 где-то вот так убавим. Все, до 5 наполовину убрали. Ну вот и все. Как прогорят все опилки, заполняем колбу по новой. Ну, желательно коптить в течение суток. Но так как у нас рыба не сильно крупная, я так думаю, этой колбы, как прогорит колба, в общем, снимем пробу и там будет видно, прокоптилась рыба, не прокоптилась. Вот такой вот дымарь. Такую же бочку можно, допустим, привезти в избу, все это организовать, и не надо никакого электричества. В принципе, дымарь мне нравится. Он то, что главный плюс в автономности. Не надо, не зависишь от электричества. Поставил повербанк и дует. Кстати, его можно еще использовать, знаете что? На Алиэкспрессе заказал, мне посоветовала одна рыбачка, Ольга Малькова, говорит, чтобы мальки не помирали, говорит, я использую компрессор. На Алиэкспресс заказала. Коробочка, 2 батарейки, распылитель. Воздух идет, рыбка дышит и как бы живет подольше. Так вот, эти батарейки, ну, дорого-недорого, но стоят денег, в общем. И сильно надолго их не хватает. Так вот, с помощью этого дымаря
можно вот этот компрессор отключить, просто распылитель оставить, поставить к этому дымарю, и от пауэрбанка он будет пускать воздух к нашим живцам, и живцы будут жить долго. Так что можно еще найти применение этой коробочки для спасения наших, для продолжительности жизни наших живцов, можно так сказать. Вот. И не надо покупать батарейки. Так, ну что, процесс у нас пошел, рыбка коптится. Оставляем это дело работать. Итак, день подходит к концу. Солнце спряталось за горизонт. В общем, скоро ночь. Белые ночи у нас закончились. Уже ненадолго, но уже темнеет. В общем, что у нас? У нас, как мы видим, дым идет. Запустили мы этот дымарь где-то примерно в первом часу, половина первого. Сейчас уже около 9. Давайте посмотрим, сколько у нас сначала осталось опилок, сколько у нас горело. Не, давайте сначала посмотрим, пока не открыли, сколько у нас осталось заряда аккумулятора. 4. Показывает еще полный заряд, так что этого заряда еще хватит. Вон, около 9 часов, потому что я с 10 убрал до двойки. Вот сейчас покажу вот так вот, до двойки. Можно прибавить вот 3-4 мощность. Так оно, конечно, сядет быстрее, а я убавил до двойки. И на двоечке потихоньку у нас это все дымит, хозяйство. Этого заряда аккумулятора внутреннего хватит еще и на всю ночь. Так, давайте теперь посмотрим, сколько у нас осталось опилок. Блин. Опа. Не видно. Не видно. Так. Ну, опилки у нас прогорели за 9 часов почти полностью. Так что сейчас посмотрим сначала еще, что у нас с рыбой. Если надо дополнительно добавить, мы добавим еще опилок и пусть еще покоптится. Ну и теперь самое интересное. Давайте посмотрим. Ненадолго откроем, что у нас с рыбой. Вот так вот. Ну-ка, покажи здесь. Вот такая вот красивая картина. Все коптится, все дымится. Сейчас, где у нас одна рыбка где-то здесь была. Вот так вот. Сейчас мы ее достанем. Так. Вот такая вот у нас рыбка. Ну, маловато. Я так думаю, еще заправочку, наверное, надо сделать. Запах приятный. Но я так думаю, наверное, все-таки я добавлю еще опилочек. И одна заправка колбы пусть еще подымит. Рыба у нас так-то обычно я день-два подвяливаю. У нас сейчас получилось с этой непогодой немножко подольше. Рыба практически у нас сухая, вот только спинка такая вот мягкая, вяленая, а вот ребрышки уже сухие. Вот оно, как получилось у нас. Дым попал везде, здесь пожелтело. Ну-ка, давайте снимем-ка пробу, наверное, немножко. Может и не надо, уже может догорит, да и можно выключать. Так, давайте спинку лучше попробуем. О, самое. А спина-то вот как раз еще и сыроватая. Ну, не то что сыроватая, но не сухая то, что в смысле. Нормально. Мясо вот красноватого цвета, потому что засаливал я с кровью. Солилось в кровяном рассоле в леднике. Без ледника испортится. Привкус копчености есть. Но мы все-таки еще заправим колбу.
И пусть до утра она у нас коптится. Хуже не будет, это точно. Но эту рыбку я сегодня занесу. Топится баня. Скоро пойдем в баньку. И это дело мы сейчас после баньки продегустируем. А сюда сейчас добавляю опилок. Вон еще. Смотрите, сколько собралось здесь дымного конденсата. Чем вот это сейчас мы все это сольем. И чтобы по новой. За 9 часов почти полбанки. Если потрогать вот здесь колбу, она горячая. Здесь рука не терпит. Здесь получается дымный конденсат стекает в банку. Здесь идут пластинки с отверстиями, по которым дым идет и охлаждается. Вот если потрогать здесь, рука уже терпит, но тепленькая еще. По мере вот чуть повыше, 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 здесь уже здесь уже еле-еле тепленькая. Потом дым идет сюда, нагнетатель подает дым сюда, и вот возле бочки трубка уже ледяная. Так что ни о каком горячем копчении и речи быть не может, потому что, говорят, мне кто-то писал, частично все равно будет горячего копчения. Вот здесь вот трубку трогаю, она ледяная, как вот эта бочка, здесь такая трубка. Здесь еле теплая, здесь, ну так, градусов может быть 35, может 30. Температура тела где-то примерно. Здесь уже еле теплая, а здесь уже ледяная, холодная. В бочку дым поступает холодный. Так что это действительно холодное копчение. Заправляю колбу. Выливаю дымный конденсат. Заряд у нас за утра хватит. 4 деления показывает, даже повербанк втыкать не буду. Заодно проверю емкость внутреннего аккумулятора, насколько хватит. И утром, завтра утром посмотрим, что у нас получилось. До завтра. Завтра увидимся. И посмотрим, будет ли разница. То, что вот за полдня прокоптилось у нас, в принципе, уже хорошо. И что будет завтра. Так что встречаемся завтра. Ну вот и наступило утро. Доброе утро. Доброе летнее утро. Потому что с утра светит солнышко. Сейчас на данный момент 7 часов утра. И как мы видим, день обещает действительно быть летним, теплым. Как мы видим, я уже в футболке. И это еще только 7 часов утра. Днем, наверное, будет намного теплее. Такой ветерочек дует. Но это ладно. Что у нас с копчением? Как слышу, как вижу я, дыма нет. Ложились спать где-то около часа ночи. Дым еще шел. Открываем колбу. Как мы видим, колба пустая. Все опилки прогорели. Но слышу, компрессор еще гудит. Смотрим заряд. Заряд троечка. То есть это 75% заряда еще есть. Вчера я поставил, мощность прибавил. Весь день вчера перегонял, говорю. Дым был под давлением 2 деления. Вечером я решил поставить 3 деления, потому что когда засыпали вторую колбу, думаю, чтобы уже конкретно не потухло. Смотрим, дымок там еле-еле шел. Я поставил 3 деления, и дымок пошел лучше. И даже вот на 2-3 делениях у нас заряда нагнетателя, скажем так, воздуха, аккумулятора внутреннего хватило. Получается, грубо говоря, на часов 17-18. И оно еще гудит, вот как мы слышим. Вот так вот сейчас вот берем и выключаем. Выключаем, это вот так получается, держим несколько, 2-3 секунды. Все, компрессор выключили.
Сейчас мы его поставим на полную зарядку и пусть зарядится полностью. Как-нибудь мы обязательно протестируем, насколько его хватит заряда вообще. Полностью. Полный заряд, насколько хватит. Мне кажется, больше суток это по-любому. Ну и теперь давайте посмотрим самое интересное. Это нашу рыбу. Что у нас получилось с рыбкой. Вчерашнюю рыбку, то, что мы сняли, одну единственную, мы после баньки благополучно снямкали. Было очень вкусно. Что у нас получилось на этот раз? А на этот раз у нас получилось вот такое. Цвет немного поменялся. Стал еще золотистее. Запах вообще классный. Ну вон, дай сюда посмотрим. Как-то вот так вот все это выглядит. Два слоя. Сейчас мы посмотрим, достанем. Ну что, в принципе, получилось очень даже ничего. Вот эта внутренняя сторона вся желтенькая тоже прокоптилась. Это наружная. Так как рыба в этот раз вялилась больше, чем обычно день-два провяливаем, на этот раз она больше провялилась. Вкусно. Поверьте мне, друзья, реально очень вкусно. Вон, смотрите, вон какая вот вкусняшка получилась. Вон. Не сильно сухое, но в то же время подвяленное, хорошо подвяленное. Вон. И очень-очень вкусное. Сейчас мы достанем всю рыбу и посмотрим. Кто-то мне сказал, что надо коптить холодным копчением не меньше суток. Поверьте, все, достаточно. Две такие колбы, получается, у нас суток не прошло, у нас прошло около 17 часов где-то. Я так думаю, потому что в час еще дым шел, сейчас 7 часов утра, колба прогорела. То есть, если был бы еще дополнительный бункер, то бы коптилось еще больше. Ну, я думаю, вполне достаточно. Двух, получается, 4 бункеров таких с опилками. Для того, чтобы прокоптилась эта рыба. Все получилось. И это хорошо. Достаем всю рыбу. Копчение. Процесс копчения на этот раз закончился. Да, немножко он был немножко нерациональным, потому что осталась еще емкость бочки, куда можно было запихнуть рыбу. Так что в следующий раз, если будем коптить, мы повесим не 20 литров, 20-литровое ведро, а повесим чуть больше. Ведра, допустим, 1,5 или 2. Что, по крайней мере, вот тут вот у нас решетка. Можно что-то положить даже и на решетку, с одной стороны. С другой стороны, можно решетку убрать и также повесить на проволочке, вот так вот повесить. И оно у нас поменьше рыбку, как вот плотвичка или окушки мелкие, допустим. Так что в следующий раз мы повесим вялить 2 ведра теперь уже. И попробуем, потому что работа делается та же, опилки тратятся те же. Но зато КПД, коэффициент полезного действия, будет больше. То есть копченой рыбы у нас будет больше. Возни столько же, а рыбы больше. Все. Вот такая вот вкусняшка. Хвостики мы поотрезали, чтобы по высоте не мешались они по высоте. Ну что, красота. Ну вот и готово. Вот он конечный продукт. Это вот такая вот могучая окучка. Рыба золотистый цвет. Запах просто потрясающий. Тут и язи, и окуньки. Где у нас окунечки? Вон. И окунечки тоже есть.
нормально. Кто-то занимается горячим копчением, кто-то занимается электростатическим даже сейчас копчением. Говорят, кстати, очень хорошо и очень быстро получается, и очень вкусно тоже. Я еще не пробовал, потому что там, ну, надо приложить дополнительно руки. Кто-то покупает копченую рыбу, но поверьте, друзья, когда ты своими руками поймал эту рыбу, сам почистил, свой, так сказать, метод засолки, свой рецепт. Вот мой рецепт: это солю, прямо не вычищаю в кровь, с кровью, в леднике, в кровяном рассоле оно у меня около месяца просаливается полностью. Мясо рыбы становится красного цвета. И очень вкусное. Мне нравится. И надо заниматься. Вот прокоптили, все это своими руками сделали. И поверьте мне, рыба от этого становится как бы еще вкуснее. Ты знаешь, что все сделано своими руками. В общем, занимайтесь, ловите рыбу, занимайтесь копчением. И пусть всегда на вашем столе будет свежепойманная рыба, рыба, приготовленная своими руками. На сегодня все. Встречаемся в следующий раз где? Конечно же, на рыбалочке. Скоро у нас, не скоро, а вернее уже летний сезон наступил. А это значит сезон спиннинга. Рыбалка на хариуса, рыбалка на щуку, окуня скоро будет в самом разгаре. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.